Доброе утро, Якутия! На календаре 4 декабря, и мы с вами начинаем новую неделю в последнем месяце этого года. Вместе с вами Вероника Тамтосова. Я рада вас всех поприветствовать на канале Якутия-24 и НВК Саха. А чтобы настроение было хорошим и радостным, мы приготовили для вас, конечно, все самое интересное. Якутяне стали победителями арктического стартапа. Кто они, узнаем. Они придут к нам в гости. Вновь вернемся к последним предновогодним новостям, расскажем все самое интересное, поделимся с вами, кто же стал победителем юбилейного гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», узнаем, какими культурными мероприятиями живут якутяне в сельской местности и еще много-много всего интересного. А если у вас есть замечательные новости, которыми вы хотите поделиться со всей республики, или, может быть, вы что-то сняли такое, что хотите прям обязательно, чтобы увидел каждый житель республики, отправляйте это все к нам на почту, и мы обязательно выберем все самое интересное и покажем в прямом эфире. А сегодня я с радостью сообщаю, что я сегодня не одна. У меня сегодня в гостях замечательная артистка театра, оперы и балета, балерина Алена Старинченко. Алена, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли, что проснулись так рано. Выглядите прекрасно. Ну, поделитесь, как артистам театра удается всегда так великолепно выглядеть на всех спектаклях, даже самых ранних, утренних, детских. Всегда вы в таком прекрасном настроении и великолепно выглядите. Ну, это, наверное, потому что мы работники культуры, люди искусства, и это часть нашей работы. Поэтому, наверное, в этом причина. Ну и, конечно, в моем случае это здоровый сон. Ну, сколько же вам пришлось вчера лечь, тогда сразу вопрос. Это секрет. Ну, вот такими секретами с нами делятся, потому что я знаю, что вчера было выступление, была постановка, и очень вдвойне радостно, что пришли. Ну, наверное, еще погода влияет, что успели пробежаться утром. Бодрит. Ну, а вот, может быть, какие-то приметы есть? Вот я знаю, что там что-то нельзя желать что-то артистам театра, нельзя что-то говорить перед концертами. Поделитесь, может, какие-то погодные приметы еще есть, которые влияют на целый ваш день? На самом деле артисты очень суеверные люди. То есть у каждого из нас есть все равно свои маленькие приметы. Например, если когда твой костюм ушивают перед выступлением, и случайно тебя задели иголкой, это, например, к хорошему выступлению. Или же бывает, что если ты дотронешься до полов сцены, это тоже принесет тебе какую-то удачу. Или же мы не фотографируемся до спектакля. Например, если зритель просит или еще кто-то просит фотографироваться, некоторые не фотографируются. Но у каждого свое. Кто-то верит в свои силы, кто-то верит в приметы. Встать с правой или с левой ноги — это тоже работает. Но есть что-то, что верите вы? Когда как. Если волнуюсь, то хочется, да, верить в какую-то примету и думать, что это тебе поможет. Ну, вообще очень интересно, конечно. Я знаю, что есть приметы, которые еще посвящены погоде, что, например, если птицы летают низко, это к дождю, а если там дым идет ровно, это к стабильной, хорошей погоде. И, кстати, вот в центре ФОБОС Михаил Леус подтвердил, что это все, оказывается, научно подтверждено. Возможно, и ваши приметы чем-то тоже можно подтвердить, например, настроем. Поэтому, мы предсказывать сейчас не будем, и сейчас расскажем немножко о погоде, все только достоверное. В центральных районах сегодня температура воздуха составляет минус 48, минус 49 градусов. В заречной группе холодно, 47-54 ниже 0. В южных ниже 0 минус 24, минус 31. В Вилюйской группе 47-51 градус ниже 0. В Нижнеленских минус 48, минус 45 холода. В западных 30-39 ниже 0, в Колымо-Индигирской группе улусов минус 28, минус 50, в Янских минус 39, минус 46, на северо-западе минус 22, минус 43. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 43 градуса холода, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер 2 метра в секунду, южный. Сегодня днем преимущественно без осадков, туман, температура воздуха составит минус 44, минус 45 градусов, ветер слабый. Ну а прямо сейчас спешим поделиться последними новостями. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее блок новостей.
При расчете пособия по безработице будет учитываться тот период, когда доходы были максимальными, что увеличит размер среднего заработка, от которого зависит выплата. Это следует из проекта приказа Минтруда о порядке исчисления среднего заработка для назначения пособия по безработице. Документ детализирует новые правила выплат, которые введены с 4 июля этого года. В основе расчетов более лояльный подход к работнику. Ранее использовались данные о выплатах сотруднику, на которые работодатель начислял страховые взносы, однако если человек находился на больничном, этого не происходило. Теперь учитываются сведения о размере общего дохода сотрудника. 300 миллионов рублей выделит правительство России на развитие рыбохозяйственного комплекса. В этом году деньги из резервного фонда правительства направят в частности на ежегодные межрейсовые ремонты и техническое обслуживание 2 ледокольных спасательных судов «Справедливый» и «Суворовец», приписанных Дальневосточному экспедиционному отряду аварийно-спасательных работ. Также профинансируют морские экспедиционные исследования по оценке запасов лососевых на Дальнем Востоке и пелагических рыб, например, салаки в Балтийском море. Это сделают за счет средств, которые были выделены Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Инвесторы, реализующие проекты на Дальнем Востоке, получат возможность частично возмещать затраты на присоединение железнодорожных путей предприятий к федеральным железным дорогам. Размер выплат рассчитают в соответствии с объемом инвестиций и специального коэффициента, устанавливаемого Президиумом правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока по отдельным видам экономической деятельности. Этим же постановлением устанавливается приоритет для инвестиционных проектов, которые связаны с развитием туризма. При проведении конкурсных отборов у проектов строительства или реконструкции гостиниц, домов отдыха и санаториев будет больше шансов получить субсидии на развитие инфраструктуры. Общий объем субсидий составит порядка миллиарда рублей. В Мирном 85 уличных фонарей вышли из строя. Точное количество нерабочих светильников установили во время проверки. Мэрия составляет муниципальный контракт с подрядчиками. До конца марта следующего года в город завезут светильники для фонарей. С потеплением коммунальщики установят их везде, где сейчас фонари не работают. В 2024 году мы планируем провести техническое обследование по всему нашему городу и посмотреть, выявить узкие места для того, чтобы точно определить, где необходимо дополнительно, особенно это касается пешеходных переходов. Меньше всего ребенок настроен на учебу в понедельник, пятницу и субботу. Работоспособность нарастает к среде, она наиболее благоприятна для уроков, требующих высокого умственного напряжения. Об этом говорится в составленной экспертами методичке в помощь родителям и педагогам. Подобные методические рекомендации подготовлены впервые силами Роспотребнадзора, Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана, Института развития здоровья и адаптации ребенка, Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, а также Первого медицинского университета имени Сеченова. По замыслу авторов это поможет правильно планировать учебный процесс и избегать переутомления ребенка. Якутия является одним из самых активных регионов, представленных на выставке форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. В числе первых республика провела яркий день региона, который запомнился посетителям яркими выступлениями творческих коллективов, масштабным патриотическим флешмобом с песней об экипаже танка «Алеша» и свадьбой по якутским традициям. Такое позиционирование позволяет республике рассказывать о себе в масштабах страны и привлекать в регион туристов. Также регион получает инвестпотенциал, представляя проекты международного уровня, такие как «Игры Дети Азии». В Доме культуры Гагарина состоялся показ якутских костюмов известного модельера Августины Филипповой. Грантовый проект был защищен в 2021 году по инициативе работников Дома культуры имени Гагарина совместно с самим автором. Участники выиграли грант на сумму 3 миллиона рублей. Вечер поставлен по мотивам произведения Александра Пушкина «У лукоморья». Главным спонсором является Министерство культуры и духовного развития республики. Вот такие яркие, интересные и насыщенные новости у нас сегодня, и мы продолжаем ими делиться. В Мурманске объявили итоги конкурса арктической стартап-экспедиции в номинации «Кино». На конкурсе поступило 115 заявок из 15 регионов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации. По словам руководителя направления кино Савины Алексеевой, выбор победителя был непрост. Все работы очень хорошие, яркий, в финал вышли очень качественные работы. Ну а победителями, как вы думаете, кто стал? Правильно, наши ребята. И сегодня у нас в гостях обладатель главного приза этого стартапа Диана Худаева, режиссер студии документальных фильмов «Кён Голоро». Здравствуйте. Здравствуйте. Диана, очень спасибо большое, что пришли. Конечно, множество вопросов. Что же это был за проект?
Мы представили на этом питчинге проект документального фильма, который называется «Таба Солунен». На русский язык можно перевести в двух значениях, как «Верный путь» или «По пути оленей». Вот. Это фильм о двух молодых людях, которые хотят развивать оленеводство в своем улусе в Булунском. Вот. И вот это будет такой вот немного портретный, исследовательский фильм именно о молодых людях, которые сами живут в Арктике, вот, являются оленеводами и вот пытаются развить. Ну, очень интересно. А как вам кажется, в чем именно изюминка или заключается этого проекта? Но я думаю, что здесь самое интересное будет в том, что я надеюсь, что мы в фильме будем говорить не только о том, что, как нам сохранять эти традиции, да, что оленеводство уходит и так далее, да, как обычно смотрят на оленеводство и на оленеводов самих. Я надеюсь, что в этом фильме мы будем говорить прежде всего о поисках путей развития оленеводства, потому что именно в развитии есть будущее. Вот, если мы всегда будем говорить только о сохранении традиций, то это откатывает нас назад, вот, и оленеводство продолжает оставаться в каком-то таком архаичном состоянии. А вот развитие именно, оно должно привести оленеводство в 21 век, сделать его современным и прибыльным хозяйством, потому что это бизнес все равно, да, это сельское хозяйство, вот, поэтому наши герои будут именно искать вот эти вот пути, и на протяжении всего фильма мы будем наблюдать за их действиями и посмотрим, насколько это вообще сегодня реально в наше время. Ну вот мы видим кадры сейчас на экране вместе с телезрителями. Очень сложно, наверное, это было снять. Расскажите, пожалуйста, вообще, как проходили съемки? Да, вот сейчас мы видим, мы ехали по Верхоянский хребет, тоже мы, по-моему, на территории Булунского улуса, Пурга. Конечно, это очень-очень сложный путь был. Мы в тундре, на буранах, вместе с нашими героями ехали целый месяц. Мы целый месяц провели в таких условиях, жили по пути в заброшенных поселках, в палатках, просто под открытым небом, в Пургу попадали. Потом волки за нами гнались, такое. Ну что было самым сложным? Кто вас поддерживал? Кто вообще... Для меня самое сложное в этом проекте, конечно, было тяжело, на самом деле, женщине целый месяц находиться в тундре в таких условиях, да. Для меня это было самое тяжелое, именно в бытовом плане, потому что там нету ни туалета, ничего такого. Мы это все даже не буду рассказывать такие подробности. Сложно вообще это представить. Безумно тяжело, да. А люди так живут, понимаете? Поэтому, конечно, что мы терпим все это. Расскажите, пожалуйста, какие еще проекты вы представляете или, возможно, представляли? Ну, вообще наша студия «Кюноголора», переводится как «Дети Солнца», да, «Дети Бога Солнца». Мы работаем уже около 8 лет. Срок. Да, мы специализируемся именно на документальных фильмах, и наш фокус направлен на историю Якутии, культуру, быт, фольклор, вообще повседневная жизнь якутян. В основном мы, конечно, обращаем внимание на жизнь именно в сельских районах, на село, не город, ничего такого. То есть вы хотите открыть жителям не только нашей республики, но и всего Дальнего Востока, и вообще России? Прежде всего мы работаем как раз-таки для жителей нашей республики, потому что, допустим, история республики, я не думаю, что это интересно какому-то мировому сообществу или России, может быть, да, кому-то именно тем, кто занимается, может быть, историей регионов и так далее. Но наша история нашей республики важна и интересна прежде всего нашим зрителям. И это естественно, мы должны ее знать, потому что в школе этому не уделяется очень большое внимание, поэтому мы стараемся восполнить этот пробел, насколько это возможно, нашими фильмами. А где можно познакомиться с вашими проектами? Подписывайтесь на наш канал в YouTube, «Кюноголора», мне кажется, достаточно просто его найти, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, это очень интересно. Наверняка есть люди, которые захотят поделиться. Я так понимаю, обратная связь тоже возможна. То есть можно написать, предложить какую-то тему, если вдруг она подпадает под ваши интересы, присоединиться к вашим проектам. Да, конечно.
Ну, Если у кого-то есть интересные идеи, поразительно, истории. да, вообще это уникально вообще. Спасибо, что пришли. Ну, несколько слов для наших телезрителей. Ну, я хотела бы пожелать телезрителям, особенно, ну вот мы сегодня говорим, да, об арктической стартап-экспедиции, поэтому я сейчас хотела бы, наверное, обратиться больше к жителям арктической зоны нашей республики с тем, чтобы они подавали свои проекты на разные конкурсы, не только на этот, вот, и сами рассказывали бы о том, как они живут, об их истории, потому что очень важно, чтобы именно люди этих регионов сами о себе рассказывали, чтобы это был их собственный взгляд, чтобы это не было извне, да, чтобы это не было какой-то там экзотификации там, и так далее. Да. Очень важно, чтобы люди сами о себе рассказывали. Поэтому в этой арктической стартап-экспедиции есть разные направления, не только кино, там есть мода, по-моему, дизайн, архитектура там, и так далее. Да. Вот, поэтому, пожалуйста, участвуйте в разных конкурсах и желаю вам победить. Замечательные пожелания мы получили сегодня. Спасибо большое, что пришли еще раз. Ну, а мы продолжаем. У нас еще много всего интересного. Сегодня с нами замечательная Алена. Спасибо, что пришла. Ну и я хотела тебя спросить, вот совсем скоро Новый год, это очень значимый праздник, мой один из самых любимых. Может быть, у тебя другой праздник любимый, или ты хочешь поделиться с нами своими новогодними традициями? Нет, оригинально я, наверное, тоже не буду. Мой любимый праздник — это тоже Новый год, потому что это праздник детства, праздник волшебства, он объединяет, сближает. И в этот день хочется верить в чудо, а чудес нам и так, я думаю, очень не хватает, поэтому... Сразу спросите, самое яркое воспоминание про Новый год? Самое яркое воспоминание про Новый год? Ну, наверное, когда я была маленькая, это были салюты. Празднично, ярко, согласна. Ну, вообще, каждый день есть повод для праздника. Это какая-то победа, это какое-то достижение, какое-то открытие, может быть, праздники родных и близких. Ну, кстати, прямо сейчас узнаем, чем знаменателен сегодняшний день. Несмотря на понедельник, сегодня тоже есть повод что-нибудь отпраздновать. В нашей постоянной рубрике «Даты и события». Сегодня Международный день гепарда, День охраны дикой природы, Международный день банков и День информатики в России. По юлианскому календарю православная церковь отмечает введение во храм Пресвятой Богородицы. В народном календаре этому соответствовал праздник, введение который также называли «воротами зимы». В народе верили, что именно в введение устанавливается настоящая зима. Введение пришло, зиму привело. Считалось, что в этот день зима в белоснежной шубе проезжает по улицам в санях, запряженных тройкой лошадей. Она морозит воздух своим дыханием и рисует на окнах снежные узоры. Мороз введения был хорошим знаком. Если в этот день ложилась глубокая зима, следовало готовить глубокие закрома, то есть ожидать богатого урожая хлебов на будущий год. Мороз на введение обещал морозную погоду в период рождественских праздников. И наоборот, теплая погода говорила о том, что на Рождество будет тепло. Это день в истории. В 1707 году в Москве было открыто первое российское государственное лечебное учреждение, военный госпиталь в Лефортово, военная госпиталь. Сейчас он известен под названием Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. В 1882 году родился Яков Исидорович Перельман, российский и советский ученый, популяризировавший физику, математику и астрономию. Перельман был основоположником занимательной науки и одним из основоположников жанра научно-популярной литературы. В 1903 году родился Лазарь Иосифович Лагин, настоящая фамилия Гинзбург, советский писатель и поэт. Работал в жанрах сатирической и детской литературы. Самое известное его произведение – повесть-сказка «Старик Хоттабыч». В 1913 году родился Роберт Адлер, австрийско-американский изобретатель, обладатель многочисленных патентов, один из создателей телевизионного пульта дистанционного управления. В 1946 году московский завод малолитражных автомобилей ЗМА выпустил первый экземпляр новой модели автомобиля, получивший название «Москвич-400». Он был полным аналогом автомобиля Opel Kadett K38, выпускавшегося в Германии с 1937 по 1940 год. В 1963 году родился Сергей Назарович Бубка, советский спортсмен, легкоатлет по прыжкам, с шестом стал первым в мире человеком, прыгнувшим выше
свыше 6 метров, 35 раз устанавливал мировые рекорды, последний из которых 6 метров 15 сантиметров в помещении в 1993 году. В 1995 прототипно ориентированный сценарный язык программирования LiveScript был официально переименован в JavaScript после получения соответствующей лицензии у Sun. Именно эту дату можно считать днем рождения JavaScript. В этот день родились в 1950-м Владимир Буре, советский пловец, российский хоккейный тренер по физической подготовке. В 1967-м Святослав Ушаков, российский режиссер, аниматор, сценарист, художник, актер, продюсер. В 1969-м родился Джей Зи, рэпер, автор песен, музыкальный продюсер. В 1979-м Ксения Паврос, российская певица, театральный режиссер, педагог, победительница шоу «Песни для вашего столика», финалистка шоу «Главная сцена» и «Битва хоров», участница шоу «Победитель и голос», 9-й сезон. В 1982-м появился на свет Демис Карибидис, российский шоумен, юморист, актер, резидент Comedy Club. 4 декабря именины отмечают Абрам, Адам, Александр, Ада, Ариадна и Мария. Замечательное сегодня событие, очень интересный день. Но мы продолжаем, наверное, новогоднюю тему. Скажи, пожалуйста, ты уже купила подарки? К сожалению, я еще не выбирала подарки, я даже не думала о том, что я буду дарить, я не выбирала, потому что сейчас очень много предновогодних спектаклей будет, и пока что я вся в работе. Скажи, пожалуйста, некоторые, даже вот когда планируют что-то выбрать, они там спрашивают у детей, просят написать письмо Деду Морозу, там намекают мужу, что хотят получить, или там смотрят по календарю, какой следующий год и что рекомендуют. Как выбираешь подарки ты? Ну, конечно, мой ребенок будет писать письмо, но поскольку ей 2, писать за нее будем мы, чтобы она начинала верить в Деда Мороза, в чудеса. Но я даже не знаю, что подарить, потому что очень такой возраст, когда она хочет одно, хочет другое. С мужем, я думаю, мы найдем общий язык, что хочет он, что хочу я. Вот. Но насчет, что рекомендовано в этом году, то это было бы очень интересно. Ну, вот мы узнали мнение специалистов, и оказывается, специалисты-психологи рекомендуют в 2024 году дарить полезные подарки, говорят, что мелочи это не актуально. И вот одной из актуальных рекомендаций это поход к психологу. Говорят, что именно это изменит жизнь, что-то способно в ней поменять, что-то такое интересное сделать. То есть говорят, что вот именно психологическое здоровье в 2024 году это очень актуально для всех россиян. Поэтому, ну вот как вариант близким подарка тоже может быть. Ну, вообще, в Новом году очень всего много интересного. Вот с чем у тебя ассоциируется Новый год? Ну, Новый год, наверное, в первую очередь ассоциируется с запахом мандарин. Мандарины, запах елки. Наверное, со всякими ароматами. А как же шуршание оберток конфет в детстве же были? Хотя, наверное, для балерины это не актуально. Нет, в детстве действительно это было очень актуально, и после школы какое-то время это было актуально, но сейчас как-то, я не особо ем сладкое, и это не потому, что я стараюсь держать себя в форме, или это просто, организм не требует. Вот это замечательно. Я бы тоже хотела, чтобы, как минимум, ладно, у меня еще как-то корректно это проходит, у дочери организм перестал требовать сладкого, потому что у нас Новый год ассоциируется это с мешком конфет, и обязательно, чтобы их было как можно больше, там, полазить, посмотреть все самое интересное, самое яркое. И, по-моему, мне кажется, даже доставляет удовольствие именно перебирать конфеты, их нюхать, вот этот запах, что вот так много конфет пахнет шоколадом. Вообще ароматы, мне кажется, значит много в нашей жизни. Аромат ели, по-моему, это прекрасно в любом варианте и, наверное, очень полезно для здоровья. Вот из следующего сюжета мы прямо узнаем, какие ароматы полезны сейчас с учетом того, что у нас ОРВИ, из нашей постоянной рубрики. Доброе утро, Республика! Меня зовут Анастасия, и я мастер по созданию ароматов. И сегодня я вам расскажу, как с помощью ароматов можно провести профилактику различных заболеваний, таких как ОРЗ и ОРВИ, потому что сейчас начался сезон такой холодный, когда мы все этому подвержены. Многие помнят, как в детстве нам вешали на шею кулончики, в которых был зубчик чеснока, который должен был отгонять все болезнетворные бактерии. Но когда мы выросли, сейчас очень трудно представить, как мы идем на работу, источая запах чеснока.
Поэтому этот лайфхак можно заменить другим и использовать приятные аромамасла, которые обладают натуральным антисептическим действием. Это, например, такие масла, как чайное дерево или, например, можжевельник. Можжевельник приятно и очень натурально пахнет. И также этот аромат можно использовать как в моноварианте, так и смешать его с такими, например, ароматами, как эвкалипт или корица. Корица еще и придаст вам новогоднее настроение и будет вас радовать в течение дня. Этот аромат вы можете нанести как на себя, так и добавить в аромакулончик, который вы можете повесить на шею себе или своему ребенку. Помимо аромакулончика вы также можете нанести аромат на свою кожу. Вы можете нанести его как где-то возле лица, в районе шеи, также и на запястье, чтобы когда вы жестикулировали, этот аромат создавал облачко вокруг вас, которое вы будете вдыхать. Столько интересных рекомендаций, вообще очень насыщенное время предновогоднее. Вот у тебя особенно, наверное, интересно оно проходит. Чем была знаменательна прошлая неделя? Да, на самом деле для артистов предпраздничные дни каникул — это самые такие очень активные дни, потому что в эти дни проходит очень много спектаклей, и поэтому мы очень много заняты в театре сейчас. Ну, то есть все так ярко, празднично, и новогоднее настроение появляется у первых, наверное. Да, также мы очень любим ставить елку рано дома, поэтому у нас уже давным-давно новогоднее настроение. Везет. Ну, наверное, у всех сейчас везде фестивали, конкурсы, даже по нашим сюжетам видно, что все активно проходит. Вот где еще что интересного? Ну, наверное, в каких-то районах республики, ну, например, сейчас интересная неделя, насыщенная, различная, прошла в Алдане, там прошел фестиваль поваров. То есть у нас вот вкус, фестиваль тоже прошел замечательный, «Зима начинается в Якутии», он начался, да, еще много концертной программы, но радостно, что и в других районах республики. Поэтому прямо сейчас узнаем, что же такого на конкурсе среди поваров в Алдане произошло. Задора, креатива и фантазии повара молданских детских садов не занимать. Они не только накормят вкусно да полезно, но и сказку расскажут, и представление покажут, и на все вопросы ответят. Свои таланты мастерицы представили на суд строгого жюри в профессиональном конкурсе «Лучший повар-2023». Настроение отличное. Ну, маленькое волнение присутствует, но все будет хорошо. Ну, конечно, всегда перед конкурсом волнуешься. Думаешь, как бы что-то не забыть, где-то что-то не напутать. Вот. Волнуемся. Знания, навыки и, конечно, мастерство на суд зрителей и жюри представили 6 участников. Профессиональный конкурс поваров дошкольных учреждений в Алданском районе прошел впервые. Он был приурочен к декаде здорового питания, которая объявлена в республике. Мы все дошкольники считаем, что повара – самые главные люди в детском саду. То есть, если нет повара, детский сад закрывать можно. И мы хотим, чтобы на наших поваров обратили внимание, посмотрели, что они у нас не только вот на кухне, да, готовят с этими кастрюлями, возятся, но и какие замечательные, талантливые, и еще больше полюбили, ну и похвалили их, что ли, скажем так. И чтобы они ощутили свою значимость и важность. Еще в рамках декады у нас проходит фотоконкурс среди малышей. Посмотрите, я тружусь. И конкурс на лучшую организацию питания в детском саду. Испытания для конкурсантов оказались очень непростыми. Участницам предстояло максимально полно раскрыть специфику профессии, продемонстрировать знания в викторине, показать навыки и продефилировать в рабочих костюмах. Конечно же, гости не остались голодными. Домашним заданием стало приготовление коронного блюда. Шах-плов вот сделали в тесте, оренбургское блюдо. Ну, оно представляет собой, что разрезаете мясо, ну как плов, пловом там все, начинки. Все, просто рассыпчатый плов. Получается, что в тесте. Это фаршированная щука. Ну, конечно, мы приложили усилия, чтобы повозились с ней. Но все-таки у нас все получилось. Определить лучшего повара оказалось весьма непросто, и все же тройка лидеров определилась. Между тем конкурсантки признались, что награду за свой труд они получают ежедневно, видя, как нравятся их блюда маленьким едокам. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.
Ну, очень много мероприятий проходит. Конечно, раз ты у нас в гостях, не можем не спросить, а что интересного в театре оперы и балета? Какие постановки, куда сходить, что посмотреть? На ближайшие постановки на этой неделе у нас будет опера «Нюргенботтер», на следующей это «Лебединое озеро». Ну а что посмотреть, я думаю, самый долгожданный спектакль это сейчас будет «Щелкунчик». Но скажи, пожалуйста, как мама достаточно маленького ребенка, вот ты уже ее приобщаешь к балету, и насколько ей интересно? На самом деле ей 2, и мы сходили в этом году на первый свой спектакль, но этот спектакль не являлся балетом, это была опера про кошечку и молочко. И мой ребенок выдержал, высидел, и ей очень понравилось. Тут, то есть можно с самого раннего возраста приобщать ребенка, и он хорошо воспримет. А вообще такой секрет, часто оно бывает за кулисами, то есть ей повезло увидеть все самое сказочное и интересное. Ну, раньше мы старались ее не приводить в театр, потому что там очень много народу, она бы мешала. Но сейчас, да, сейчас она уже начала там бывать, ей очень нравится. Особенно ей нравится на сцене. Возможно, это будущая прима-балерина. Ну, возможно. Замечательно. Ну, приятно слышать, когда уже, возможно, рождаются семейные традиции по продолжению династии. Ну, а вот в соседнем Нерюнгри прошел фестиваль национальных инструментов. Давайте и об этом тоже посмотрим. В культурно-этнографическом центре Нерюнгри прошел 3-й районный фестиваль-конкурс «Звенящие мелодии Южной Якутии» по игре на народных инструментах с целью сохранения и развития своего родного языка, культуры, традиций и обычаев. Конкурс в этом году собрал представителей бурятской, казахской, эвенкийской, якутской и таджикской общин. Этот фестиваль мы проводим уже ежегодно, он стал традицией. В этом году мы провели его 3-й раз, но в этом году мы его организовали и привлекли сюда все наши национальные общины, чтобы действительно услышать истоки культуры каждого народа. И действительно мы говорим код народа, это в ее языке, культуре, а культуру именно тоже, как говорится, осветляет и сопровождает музыкальная игра на народных инструментах. В конкурсе приняли участие как сольные исполнители, так и семейные коллективы и фольклорные ансамбли. Всего на конкурсе приняли участие 22 человека, из них 12 детей. Причем юные участники конкурса показали высочайшее мастерство владения инструментом, не уступая своим старшим соперникам. Мы же, получается, в другом регионе проживаем, в республике Саха-Якутия, и мне особо важным, прямо самым для меня считалось, что обязательно в детской музыкальной школе преподавать наш музыкальный бурятский национальный инструмент. Детей очень много, очень желающих очень много, ходят с удовольствием, им это очень нравится. Большой интерес у жюри и зрителей вызвали не только яркие номера, представленные участниками, но и рассказы о тех национальных инструментах, которые были использованы в выступлениях. Ребята учатся играть на наших национальных инструментах, которые должны, наверное, знать каждый ученик нашей школы имени Василевич. И мы, как учитель музыки, я стараюсь проявить любовь к музыке именно к эвенкийской, к нашему фольклору. Безусловно, сохранение бесценного наследия культурных традиций, приумножение духовного наследия и богатого национального колорита – это важная работа, которую проводит Нерюнгринское отделение Ассамблеи народов Якутии. Это люди, вдохновленные энтузиасты, которые создали яркую и живую национальную палитру на культурной карте Нерюнгринского района. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Здорово, что в преддверии Нового года столько разных мероприятий, что активно детки везде участвуют, такие национальные замечательные мероприятия. Ну, знаю, что еще много благотворительных акций. Как ты относишься к благотворительности и удается ли в твоем плотном графике как-то поучаствовать? Ну, к благотворительности я, конечно, положительно отношусь. Это всегда очень интересно, это всегда хочется помочь людям, которые в этом нуждаются. Участвую ли я? Ну, я участвую, если идут какие-то постановки или идут какие-то благотворительные концерты в театре, например. Но также я сама отношу вещи, игрушки, которые становятся уже, не нужны.
Ну, это здорово, что это, хоть удается как-то поучаствовать. Я тоже стараюсь быть причастной, мы этому учим тоже ребенка. Ну, вот удается, правда, сейчас не так масштабно, раньше как-то более активно участвовали, да, прям сами дарили тоже, переодевались в костюмы. Сейчас просто ходим, вот есть в торговых центрах елки, да, в которых висят пожелания детишек из разных центров. Кто не знает, может тоже активно поучаствовать в этом, да, и можно снять записку от ребенка и исполнить его мечту. Очень радостно, что сейчас появились новые акции, в этом году она стартовала, что крупные коммунальные предприятия республики, в том числе вот ГУП ЖКХ, они были первыми, дали старт корпоративной елки добра, которая впервые проводится в этом году. Благотворительная акция стартовала в поддержку детей военнослужащих из числа работников предприятия. Напомню, в прошлом году коммунальщики запускали акцию «100 добрых дел» и таким образом помогли детям работников, чьи папы находятся на передовой. Засверкай огнями, елка, нас на праздник позови, все желания исполни, все мечты осуществи. В этом году благотворительная акция «Елка добра», проводимая ГУП ЖКХ Якутии, стартовала с первым зимним днем. В фойе предприятия установили 3-метровую зеленую красавицу, а вместо игрушек – конверты. На каждой – желание детей. Мы дали старт нашей корпоративной акции «Елка добра». Она осуществляется у нас в поддержку, значит, наших детей, наших работников, которые находятся на передовой на сегодняшний день. В нашем предприятии в зоне специальной военной операции сегодня служат более 150 наших работников. Наше предприятие поддерживает и семьи, и детей. И сегодня вот в преддверии новогоднего праздника мы хотим подарить маленькую радость детям наших работников. И вот на этой елке есть желание детей наших работников. И я сегодня 2 карточки возьму, и мы как раз выберем ребенка и подарок, который мы ему сегодня подарим. Так, и подарок у нас получает Стручков Владислав, Эвино-Бытантайский район. Получает он вертолет управляемый. И я вытяну второй подарок. Это у нас Львова Вика, 3 года, велосипед, филиал комплектация. Акцию предприятия поддержали практически все руководители отделов и филиалов, а те, кто еще не успел, смогут это сделать до середины декабря. А далее подарки полетят к своим адресатам. Ну, профсоюзы нашего предприятия полностью поддерживают инициативу нашего генерального директора Чикачева Виталия Семеновича. Вот. Мы сегодня начинаем нашу акцию вот, «Елка добра», вот, и будем вот, в течение вот, полумесяца до середины декабря вот, исполнять желания детей, вот, наших работников, которые вот, в настоящее время находятся в зоне СВО. Вот. И хочу, чтобы вот, все члены профсоюза, первичные организации филиалов вот, тоже присоединились вот, к данной акции и приняли самое активное участие. И тем самым обрадовали вот, наших детей. На веселых детских елках чудеса блестят в иголках. Здесь, под елкой в Новый год, каждый что-нибудь найдет. Надо лишь заранее загадать желание. И действительно, ровно под бой курантов в новогоднюю ночь дети получат свои подарки, которые они пожелали доброму Деду Морозу. Ким Мария, Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Далее блок новостей. Родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью и инвалидам с детства первой группы, сохранят соответствующие выплаты, если они параллельно выйдут на работу на неполный рабочий день. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин. Родителю или опекуну, не работающим или работающим на условиях неполного рабочего времени, в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому, сохраняются выплаты в размере 10 тысяч рублей. До момента указа в силу выплата была положена только неработающему родителю. Документ вступил в силу с 1 января нового года. Всероссийский правовой диктант стартовал в России. Он продлится до 12 декабря. Отмечается, что участники диктанта смогут пройти
Тест как на русском языке, так и на английском, китайском, португальском, арабском или испанском. Также можно выбрать базовый или профессиональный уровень сложности. Кроме того, известные юристы, государственные и общественные деятели зададут участникам специальные вопросы в формате видео. Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Тест состоит из 40 вопросов, на которые надо ответить за 60 минут. В следующем году в Арылахе и Алмазном построят общественные бани. К такому решению пришли депутаты районного совета во время очередной сессии. На строительство выделят межбюджетные средства, которые остались после проведения аукционов. Также депутаты передали отдельные бюджетные полномочия 9 поселений финансовому органу администрации района для эффективного исполнения. 18 декабря на очередной сессии депутаты утвердят бюджет Алмазного региона на следующий год. Это для того, чтобы уже сейчас, не дожидаясь утверждения бюджета следующего года, поселения могли начать все необходимые аукционные процедуры, чтобы не затягивать. Новую экологическую тропу и в целом туристско-рекреационную зону Лабыджа национального парка Ленские столбы будут обустраивать в 2 этапа. Новая тропа будет менее крутой и более широкой, а вдоль нее соорудят места для отдыха. Первый этап работ стартовал в этом году. Он включает в себя строительство новой маршрутной тропы протяженностью более 3 километров, обустройство вдоль нее 9 площадок для отдыха и обновление входной зоны Лабыджа. Срок выполнения работ по первому этапу до конца этого года. Существующую маршрутную тропу не планируют демонтировать. Ее ждет реконструкция во время второго этапа обустройства туристско-рекреационной зоны Лабыджа. По улице Ильминской в Якутске идет строительство многофункционального спортивного зала в рамках республиканской госпрограммы развития физической культуры и спорта. В здании уже запущено тепло, начаты внутренние работы. Объект планируют сдать до мая следующего года. Ход строительства крупного объекта проверил заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников. Спортивный зал планируют задействовать в рамках 8-х международных спортивных игр «Дети Азии», которые столица республики примет в следующем году. Общая площадь двухэтажного здания составляет более 2800 квадратных метров. Российская сборная не выступила в прошлом розыгрыше Лиги наций, из-за чего опустилась из дивизиона «Б» в дивизион «С». Также Союз европейских футбольных ассоциаций не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона 2024-2025. В розыгрыше примут участие 54 сборные. Турнир является частью отбора на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Лига наций проводится с 2018 года. Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Климатологи из Китая выяснили, что средние температуры на Земле во время нынешней зимы будут рекордно высокими. Они с вероятностью в 95% будут превышать средние значения за последние десятилетия примерно на 1 градус. Проведенные учеными расчеты показывают, что рекордно высокие температуры установятся во многих регионах, в средних широтах Евразии и в большей части Нового Света, сообщает Институт физики и атмосферы Китайской академии наук. Особенно сильно температуры вырастут в Арктике, Китае и странах Средней Азии. Аналогичным образом вырастут температуры в Канаде и Аляске, а также в преэкваториальных регионах Южной и Центральной Америки, а также в некоторых областях на юге Африки и на северо-западе Австралии. К этому часу это все новости. Хорошего дня! Вот такие замечательные новости, особенно последнее, что у нас рекордно высокие температуры. Будем надеяться, что перед Новым годом будет такое потепление, минус 25. Ну, мы почти все обсудили про Новый год. Ну и, конечно, смотря на тебя, и как каждой балерине хочется спросить, как ты правильно питаешься и что ты будешь готовить правильного на Новый год. На самом деле я не очень правильно питаюсь, то есть, потому что у нас очень ненормированный график, иногда бывает время... Не бывает, наоборот, времени позавтракать или пообедать, и ты приходишь домой после 9, и тебе надо поужинать, потому что ты еще не обедал. Вот. Но на самом деле я стараюсь, чтобы все равно в рационе были и жиры, и белки, и углеводы, потому что очень много уходит силы и энергии. Ну, радостно слышать, что можно все-таки поддерживать просто рацион и тоже выглядеть как ты. Ну а мы делимся еще одной замечательной новостью. В столице региона минувшим днем подвели итоги 10-го юбилейного гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». В этом году имя лучшего ресторана присудили ресторану «Аврора». Ну а мы хотим отметить, что юбилейный фестиваль в этом году прошел в новом формате. В каком, узнаете из следующего сюжета.
Вот так под звуки якутских национальных инструментов открыли гастрономическое представление в ресторане «Артадайду». Мероприятие прошло в 3 действиях. В первом главными актерами гастротеатра были шеф-повара ресторана. Именно они представили на суд жюри свои кулинарные работы. Насчет блюд у нас проработки были прям... чтобы были поистине национальные блюда, чтобы вот именно вкус наших предков, как они готовили раньше. Мы это искали из всякой литературы, которую представляли наши писатели. Вот. Ну, в основном мы все рецепты смотрели через книги, вот, и делали проработки. Там как-то что-то не получалось, что-то получилось. Как раз-таки мы оттуда все взяли. Всего в гастротеатре было представлено 9 блюд, считая напитки. Все из местных продуктов и приготовленные по рецептам наших предков. Как отметила главный диетолог Якутии, такое меню дает жителям республики все необходимые витамины и минералы для проживания в суровых якутских условиях. В каждой территории есть свои особенности, и в зависимости от этого и мы должны адаптироваться к тем условиям, которые проживаем. И питание должно быть соответствующее, которые вот сегодня вот подают разные национальные блюда, да, начиная от саламата, вот строганина, да, разного, вот печень, да, строганина. Естественно, конечно, они неспроста появились, наши предки этим питались, и наш организм генетически вообще сформирован вот к такому питанию. И поэтому, естественно, конечно, то, что подается, оно правильное и нужное. Первое действие длилось около 1 часа. За это время гости успели попробовать все предложенные блюда. А после небольшого антракта началось второе действие. Это олонхо. Гостям вечера удалось не только попробовать настоящую якутскую кухню, но и окунуться в мир якутского эпоса. Под звуки хамуса, кырымпы и бубнов было обеспечено полное погружение. Elgeye bagajeni yaksitten gardinen eylak beylaktik egine kerelaktik eğer urmuttar tuaraqta tulongo toyun tuskultan türenen tüyla katıgünüyen tübürüyenden tümsenler turuburan olur buttar. Ну а после часового погружения в эпическое искусство народа Саха гостям вновь было предложено сесть за стол. И тут же им подали чай с молоком, замороженные сливки и якутский мед. Гости были настолько рады новому формату подачи ресторанной еды, что даже не хотели уходить. Очень интересно, когда смешивают и олонхо, и вот наше идеге. Ага. А так... Понравился вот сервис, очень необычно, все так выдержано. Потом вот одежда официантов тоже, ну все в едином стиле как-то выдержано. Еда очень вкусная, очень свежая все. Вроде простые блюда, но все так ресторанно подано, очень вкусно. Ну, все блюда, конечно, это наши национальные, это мы едим всегда, да, это уже очень хорошо. И самое необычное блюдо, вот то, что сейчас вот подали, это мясо жеребенка и суфле картофельное. С чем оно там было у нас? С мхом и с ягелем, ага, и в брусничном соусе. И вот так в этом году мы с вами увидели зарождение нового формата работы ресторанных комплексов. Это не только новый турпродукт, но и новая форма привлечения туристов в наш регион. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Актемцы, Хангаласский улус. Действительно, прошедшая неделя выдалась очень насыщенной, и мы продолжаем говорить про гастрономический фестиваль. Сегодня у нас в гостях приглашенный гость мероприятия Серихан Саметович Адлиханов. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что пришли так рано к нам в гости. Скажите, пожалуйста, вы впервые в Якутии? Да, я впервые в Якутии, и я с удовольствием приехал в Якутию. Ну, расскажите, почему решили приехать, немножко о своей работе, потому что у вас удивительный Я являюсь Адлиханов Серихан Саметович, я являюсь, учредителем большого комплекса, ресторанного комплекса «Хама-парк», являюсь, главным международным экспертом в сфере поварского искусства, то есть занимаюсь дуальной системой образования, работаем с колледжами, с молодыми
ребятами, с нашими. Хотим подготовить достойную смену. После нас, чтобы работали хорошие ребята в сфере общественного питания. И занимаемся тесно, очень контактно в международном проекте WorldSkills. Очень тесно работаем, выявляем молодых талантов, готовим их на национальные чемпионаты, потом на европейские чемпионаты и на мировые чемпионаты. Ну, такая огромная проделана работа, Да. просто Да, удивительно. являюсь автором нескольких учебных пособий специально для колледжей, учитывая, что сейчас идет большой, вот, даже взять «Вкус Якутии», у нас точно также проводим мероприятие возрождения традиций национальной кухни. Я являюсь автором этого учебного пособия. Ну, то есть учебное пособие именно в ракурсе национальной кухни. Да. Скажите, пожалуйста, популярность национальной кухни, насколько она сейчас актуальна? Что именно в этом направлении развивать, учить молодое поколение поваров? Вы знаете, в каждой нации, да, есть своя кухня. И мы должны это знать и передавать это молодому поколению. Почему? Потому что истоки, корни, возрождение, мы это должны знать. Ваши впечатления от фестиваля? Фестиваль, конечно, состоялся, юбилейный фестиваль. Я был очень рад, что меня пригласили на данный фестиваль. Я в восторге от фестиваля. Действительно, молодые ребята делают такой, знаете, кулинарные шедевры. И я бы сказал, когда мне задают вопросы журналисты, работа повара, специальность повара. Я всегда говорю, нет такой специальности повара, есть искусство. И вот на данном фестивале я действительно увидел искусство наших коллег по работе. Скажите, пожалуйста, вы что-то привезли? Ну, такое интересное, что, чем поделились с нашими? Нет, я с собой ничего не привез, я был заявлен как эксперт, поэтому мы объезжали рестораны и смотрели само приготовление, сама подача, температура подачи, потом оценка. И при этом мы не делали такие замечания, будем так говорить, а направляли наших молодых ребят на правильный путь, чтобы они в дальнейшем не допускали кое-какие ошибки. А вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы в Якутии первый раз. Можете сказать, что вам больше всего запомнилось? Какие у вас остались впечатления? Вы знаете, зима. Зима мне очень понравилась. У нас же в Алмате нет зимы, будем так говорить. Ну, бывает легкая зима, слякоть, сырость, холодно от сырости, а здесь зима. Люди добрые очень. А вы посетили какие-нибудь интересные места, достопримечательности? Ну вот мы выезжали за город, где вот Аланхо, за город, где-то километров 100, наверное. Мне очень понравилось там гостеприимство, театр, так называемый театр, по звонку, значит, третий звонок, входим в зал вначале, третий звонок, входим в театр, слушаем Аланхо. Это все национальное же. Ну да, конечно. И очень красиво. Скажите, а какая оценка, вот что наиболее ценное вы увидели именно в нашей национальной кухне? Вы знаете, ваша кухня, она похожа с нашей кухней. Почему? Потому что здесь же ребятина же в основном идет в питании, будем так говорить. Я обратил на это внимание. Везде идет жеребятина, потом, значит, из жеребятины требуха. И то же самое мы готовим, казахи. У нас тоже идет жеребятина, тоже тесто идет, тоже требуха идет вот в этом направлении. Просто жеребята, они более молодого поколения под нос пускают, а мы немножко их даем вырасти. Ну, мясо, конечно, необычное, нежное мясо. Ну, вот вчера показывали, сейчас рассказывал по телевизору, что жеребятина в клюквенном соусе с картофельным. Картофельный мусс приготовила девочка. Если его после школы она сама готовила на наших глазах это все блюда. Мы видели это все. И она приготовила жеребятину в клюквенном соусе и картофельный мусс. Это было что-то необычное. То есть это такое проявление искусства, притом истинного таланта получается. Есть, да. Ну, очень замечательно. Может, у вас есть какие-то предложения, что бы вы хотели увидеть в следующем году на нашем фестивале? Я думаю, что фестиваль с каждым годом он будет развиваться и не допускать те ошибки, которые были в этом году, и будут в поисках нового. Почему? Потому что наша работа творческая. Мы не стоим на одном месте, понимаете? Мы подходим творчески к работе в поисках нового. И с каждым разом фестиваль тоже будет набирать хорошие обороты, творчество, креатив в работе.
новых специалистов. Будут приглашать. Вот в этом году было очень много гостей на данном фестивале с Мурманска, с Владивостока, шеф-повара брендовые, и они тоже показывали свои блюда, то есть делились опытом. Мне вот это очень понравилось, что именно в фестивале нету границ. Это самое главное для нас. Здорово. А какие еще мероприятия вот вы планируете в ближайшее время именно посвященных национальной кухне посетить? Я вот сегодня улетаю. Тогда что вам запомнилось за прошедший год больше всего? Больше всего, что понравилось мне? Да, больше всего вот все-таки год заканчивается как завершение. А год заканчивается для меня лично, да, в целом. Прошу прощения, прервали нас немножко, что у нас совсем мало времени. Несколько слов тогда пожеланий нашим телезрителям, пожалуйста, в завершении. Значит, я хочу выразить большую благодарность Ассоциации рестораторов Республики Саха за приглашение на такое значимое мероприятие. Я получил очень много хорошего для себя и желаю данному фестивалю творчества, и чтобы с каждым годом они приносили новые блюда. Спасибо большое, что пришли к нам. Всем хорошего утра. Начинайте его вместе с нами. До новых встреч.